В Республиканском колледже искусств проходит конкурс юных исполнителей «Молодые дарования». Главный приз Гран-при – побороться за престижную награду в этом году решили более 100 музыкантов из Коми, Архангельска и Астрахани. Номинаций много, от вокала до авторства произведений. Помимо конкурсной программы для участников подготовили и образовательную. Как проходит обучение и какая атмосфера царит в творческих лабораториях, расскажет Наталья Юрина. 4 насыщенных дня, многочисленные репетиции, мастер-классы и прослушивание конкурса «Юное дарование» – это отличная возможность не только заявить о себе с большой сцены, но и перенять опыт у лучших преподавателей музыкальных вузов нашей страны. Преподаватель самой Гнесинки Денис Чифанов работает с теми, кто к нему на мастер-класс успел записаться. От разбора ошибок до стадии «как надо» несколько минут. Под пристальным вниманием маэстро меняется ритм и динамика. Расстояние большое. Если вы будете идти за руками, что-то может в не попасть. Значит, смотрите, взгляд должен опережать руку. Одно дело отыграть ради совета, получив опыт, другое – прослушаться. Здесь главное для исполнителей – собраться. Для воркутинки Таисии Поляковой это далеко не первый конкурс. К молодым дарованиям подготовила вариацию на темы «Ведьля». Выбрала ее из-за необычных прыгающих штрихов. Я получаю удовольствие от своей игры, слушаю концертмейстера и радуюсь то, что я на сцене. Не шелохнувшись, пристально вслушиваясь, члены жюри внимают каждой ноте. Самых ярких берут на карандаш. Через пару часов им придется принять решение, кто в своей номинации победит и поборется за гран-при. Сейчас трудно сказать, но дети очень хорошие есть, правда. Совсем маленькие. Главное, чтобы они развивались потом правильно и полноценно. Сейчас с коллегами подводили итоги. Хочется отметить, что ребята талантливые, очень много талантливых ребят и очень много хорошо наученных ребят. Пока одни выступают на сцене, другие репетируют в кабинете. Пианисты из Котласа. Пару лет назад 2 исполнителя решили объединиться. Создали дуэт «Домино». Сыгрались сегодня в числе фаворитов. Характер у нас немного разный и исполнение разное, отличается. Но мы часто дополняем друг друга, закрываем чужие ошибки, так сказать. Мне нравится играть в дуэте. Удастся ли пройти дуэту «Домино» решит жюри. Заключительное прослушивание состоится завтра. Гран-при – это очень престижная награда, и самое главное, что чтобы ее добиться, нужно пройти аж 3 этапа. То есть 2 прослушивания. Завтра как раз состоится утром прослушивание на номинацию Гран-при. Я думаю, что все победители сегодняшний день будут также волнительно ждать и день завтрашний. Также завтра в Театре оперы и балета на заключительном концерте выступят лучшие музыканты и вокалисты, которых порекомендовали организаторам жюри. Наталья Юрина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.